Смотрите в новом выпуске «Вестник Харысхал». Открытие нового центра дневного пребывания «Вырастайка». Итоги регионального чемпионата Обилимпикс 2017. Кино о людях с сильным духом. Премьера мотивирующей рубрики. В последнее время возросло количество детей с тяжелыми психоречевыми нарушениями, которые остро нуждаются в социализации вне домашней обстановки. Такие особенные детишки не имеют возможности посещать муниципальные дошкольные учреждения, а детей школьного возраста отправляют на домашнее индивидуальное обучение, которое не учит детей находиться в обществе. Для устранения данной проблемы Абилитационный центр «Особый ребенок» запустил в городе Якутске новый центр «Вырастайка», где работают группы дневного пребывания. Проект реализуется в рамках народного бюджета. В новом центре ведется работа в 3 группах – дошкольники, школьники младшего и старшего звена. Группа дошкольников, они учатся приобщаться к обществу, к друзьям, привыкают общаться с друг другом. Некоторые дети вообще никогда не ходили в детские сады, поэтому для них общество – это выход в свет для развития. И для мам тоже остается некоторое время для личного времени. Дети младшего школьного возраста, у них есть группа определенного дня. То есть они после школы приходят в группу и выполняют домашние задания. У них и лексикотека, и логарифмика. В общем, они развиваются дальше после школьной программы. Группа взрослых детей, у них занятия идут по социализации. У них навыки бытового самообслуживания. Они еще ходят по общественным местам. И у нас, так как здесь в этой квартире есть кухня, они еще могут заниматься приготовлением еды. Занятия в группах проходят 2 раза в неделю по 3 часа с педагогами-логопедами. Таким образом, у родителей появляется возможность уделить время себе и для решения насущных проблем. «1 сентября благотворительный фонд Харысхал провел акцию «Добро в руках». Идея акции проста – ограничиться одним подарочным букетом от класса для учителя в День знаний. Вместо покупки множество букетов. По итогам акции на часть собранных денег Харысхал приобрел сенсорные модули для центра «Вырастайка». Дети с удовольствием играют. Это сенсорные навыки, которые можно развить не только именно в этой группе, но и дома. Мы благодарны горожанам, что присоединились к такой акции и подарили радость детям. Подробную информацию о центре «Вырастайка» и записи вы можете узнать по телефону 8 41 12 32 05 08. В России насчитывается около 13 миллионов людей с инвалидностью. Из них примерно 2,5 миллиона находятся в трудоспособном возрасте. Из них работают только 817 тысяч человек. Успешная социализация такой категории людей немыслима без их профессиональной реабилитации. А как мы знаем, работодатели чаще отказывают, узнав об инвалидности потенциального работника. Чтобы искоренить данную проблему, было создано международное движение Обилимпикс, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Обилимпикс сродни конкурсу WorkSkills. Ежегодно в Москве проводится финальный чемпионат среди лучших из лучших специалистов из разных регионов России. Но прежде чем попасть на финал, в регионах проходят отборочные соревнования. Так, в Якутии чемпионат прошел во 2-й раз. В этом году у нас особенность нашего чемпионата, что он проводился в 2 городах. В городе Якутске и в городе Нерюнгри. Если в городе Якутске преимущественно были представлены молодые студенты, то в городе Нерюнгри очень много принимало участие из предприятий молодые специалисты. В Якутске соревновались по 5 компетенциям: сетевое и системное администрирование, экономика и бухгалтерский учет, кондитерское дело,
портной и поварское дело. В Нейрингре представили 3 компетенции – электромонтажник, ремонт и обслуживание автомобилей и сварочные технологии. За чистотой соревнований следили эксперты. Ко всему, на каждой площадке велась онлайн-трансляция. По итогам чемпионата выявлены 8 победителей по каждой компетенции. Из них сформирована региональная команда Якутии, которая представит республику на национальном чемпионате в декабре 2017 года в Москве. Раньше такого не было соревнований, и вот я решил принять, чтобы проверить мой навык и чтобы мои пригодились навыки на жизни. Если я не принимаю, значит у меня нет жизненный опыт. Вот поэтому я согласился на принять. И чтобы хорошо жил, путевку я не ожидал. Очень хорошо поехать на Москву и еще раз проверить мой навык. Там, наверное, будет очень сложно, но интересно очень будет. Я в прошлом году участвовал, и я в прошлом году 2 место занял. И в этом году меня тоже предлагали участвовать. Я решил участвовать. Набрал победу, я очень старался в этом участвовать. И очень сильно подготовился. Я давно мечтал, я ни разу не ездил в Москву. Я очень долго ждал этого участия, и я неожиданно сегодня выиграл. Мы с ними уже будем работать тесно. Во-первых, проведем для них какие-то тренинги, учебно-тренировочные сборы. Ну, у них начинаются сейчас уже рабочие будни, постоянные тренировки, чтобы к декабрю они подошли в хорошей форме к национальному финалу. Для сравнения, в прошлом году участников было около 20. В этом году заявлено 48 человек. Явный показатель, что профессиональные образовательные организации в течение года провели усиленную системную работу по профессиональной подготовке кадров с ограниченными возможностями здоровья, по созданию условий для их обучения и содействия трудоустройства. Олимпикс – это, конечно, повышение профессионального мастерства. Каждый человек должен повышать свое профессиональное мастерство. Ну и основной целью нашего движения является то, что повышенное внимание будет к этим участникам. Во-первых, они уже в поле зрения работодателей, и потом для них трудоустроиться будет намного легче. И по итогам нашего чемпионата мы будем готовить такие электронные портфолио наших ребят, где уже будут прописываться, по каким модулям, по каким компетенциям они набрали наибольшее количество баллов. И это впоследствии для трудоустройства и для работодателя будет удобно, и для студента это будет показатель. Движение Обилимпикс меняет отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать все необходимые условия для получения доступного образования любого уровня, а также мотивирует самих людей с инвалидностью к получению высококвалифицированных специальностей и хорошей работы. Жизнь для людей с инвалидностью вовсе не должна быть неполноценной. Зачастую достигают такие люди с особенностями развития здоровья гораздо больших успехов, чем их абсолютно здоровые сверстники. Десятки историй борьбы с обстоятельствами и их триумфального преодоления были перенесены на большие экраны. И особенно ценно то, что многие из них основаны на реальных событиях. С радостью представляем вам новую рубрику «Кино о людях с сильным духом», где мы будем знакомить с самыми жизнеутверждающими фильмами о людях с инвалидностью. Итак, поехали! Вселенная Стивена Хокинга. Стивен Хокинг, наверное, самый известный из ныне живущих физиков нашей планеты. Однако свои потрясающие научные открытия он сделал, будучи парализованным из-за бокового амиотрофического склероза. Байопик рассказывает нам о самом начале карьеры ученого. В какой-то момент врачи диагностировали, что юноше осталось жить около 2 лет. После просмотра фильма Стивен Хокинг отправил режиссеру Джеймсу Маршу письмо, в котором отметил, что был в шоке от актерской игры Эдди Редмейна, изобразившего его. В некоторых моментах Стивену казалось, что он видит на экране самого себя.
В фильме продемонстрирована борьба Стивена Хокинга с недугом. Немаловажную роль в этой борьбе сыграла жена гения. Она помогла ему пережить постепенный паралич, потерю речи и множество сопутствующих трагедий. И даже несмотря, что пара в итоге рассталась, кино доказывает, насколько важно присутствие близких в жизни людей, которым приходится преодолеть болезнь. «Человек дождя». Фильм уже давно стал классикой мирового кинематографа. История безответного повесы, который понимает, что после смерти отца почти все наследство отходит его больному аутизмом брату Раймонду. Конечно, ни о каких родственных чувствах речи поначалу и не было. Раймонд был для Чарли просто умственно отсталым человеком с инвалидностью, обузой, человеком, которого можно забрать из интерната и взять в заложники ради денег. Но неожиданные совместные приключения меняют братьев. К слову, чтобы подготовиться к роли, Том Круз некоторое время проработал санитаром в больнице для аутистов. Впечатляющая игра актерского дуэта Дастина Хоффмана и Тома Круза, захватывающий сценарий, настоящий драматизм отношений. У этого кино много достоинств. А в душе я танцую. Диагноз главного героя Майкла – церебральный паралич. Почти вся его жизнь прошла в инвалидном кресле в интернате среди больных людей. Но ситуация полностью меняется, когда новым пациентом заведения становится неунывающий Рори Оши. Он почти обездвижен из-за мышечной атрофии, но все равно старается жить полной жизнью. Это знакомство открывает для Майкла уйму новых возможностей. Друзья решают добиться самостоятельного проживания и покидают интернат. Ходят на вечеринки, знакомятся с девушками. Новый виток в жизни героев начинается благодаря сиделке, на роль которой парни выбирают очаровательную блондинку. Кстати, история с появлением в жизни парализованного человека здорового компаньона, меняющего его жизнь к лучшему, также показана в фильме «1+1» и в романтической версии подобного сюжета «До встречи с тобой», о которых мы также расскажем в ближайших выпусках. Мы обязательно продолжим знакомить вас с вдохновляющими кинокартинами о людях с инвалидностью. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе.